Здравствуйте, вторник, 6 декабря. Встречаем снова вместе с вами. Ирина Блажевская в студии. Это «Говорит Чита». Говорит Чита сегодня об интересной премьере этнобалете «Маде. История Хунну», которую 9 декабря в 18:00 представят артисты театра Амар Сайн. И сегодня обо всех вот этих вот тонкостях спектакля, этнобалета, вернее даже сказать, да, и о планах театра мы говорим с директором Национального театра песни и танца Амар Сайн Аюной Дирижаповой. Доброе утро. Здравствуйте. Ну что ж, а для начала, это мы обсудим потом, оставим такую интригу, пусть все еще соберутся перед нашей YouTube-трансляцией и соберутся у приемников, кто слушает нас в FM-формате. Работаем мы в прямом эфире 319-600 номер. Если родились какие-то вопросы, если что-то хотите уточнить, когда, что, где, то звоните нам, мы на все ответим. Ну, а пока, по традиции, Аюна Шараповна помнит, что мы обсуждаем в начале праздники какие-то забавные сегодняшнего дня. Помню. Да, итак, да, музыка пошла. День без никотина сегодня отмечается, так что вот всем, кто этим злоупотребляет, стоит без него как-то прожить. Хотя не знаю, честно говоря, можно ли это сделать резко, как думаете? Хорошо, что есть такой праздник, но выбор каждого. Ну да. Травиться или не травиться. Это точно. День благодарности родителям. Вот такой замечательный сегодня есть тоже праздник. Так что, я думаю, сегодня стоит, вот так сказать, внепланово, а то обычно же на дни рождения, какие-то праздники. А тут вот такой вот специальный день придумали. Шикарный праздник. Да, для того, чтобы сказать спасибо. Хотя бы позвонить. Вот, да. И сказать, что любите, там, приедете в гости или заехать в гости, что-нибудь вкусненькое привезти, это тоже можно. День избавления от собственных комплексов. Вот такой психологический праздник сегодня даже. Какой-то прям связь с нашим предыдущим днем, предыдущим эфиром. Мы тут с психотерапевтом вчера общались, так что вот. Актуальный праздник, да. Потому что в нынешнее время у некоторых нет возможности выйти, как-то пообщаться, а тут шикарный праздник. Да. День раздумий, какую купить елку. Все уже, впереди Новый год, пора готовиться. Вы, кстати, не верится. Вот год так быстро прошел вообще, и тут на носу уже буквально через несколько дней встречаем Новый год. С другой стороны, шикарно. Дети наши ждут, внуки ждут, и мы тоже как бы ждем от Нового года что-то невероятное. Надеемся, что все намеченные планы на будущий год осуществятся. Так что ждем. Да, ну и елку покупаю. Вы, кстати, заранее покупаете елку или вы вообще не покупаете, или прямо вот день в день? А я могу сказать, что у нас елка уже наряжена, уже стоит. Мои внучки уже все ее разукрасили, красивая, вся светится, сияет. Так что у нас дома уже Новый год. Все уже новогоднее настроение в полную силу. Ну это хорошо. День позитивных людей еще сегодня также отмечается. Ну, вторник считается самым таким сложным каким-то в плане работе днем, а тут вот можно всегда обратиться к таким людям и получить позитив. Я думаю, сегодня наш эфир будет таким, хоть мы будем рассказывать интересные истории, такие достаточно сложные исторические моменты, но тем не менее настроение подарим. Ну и день ванны. О, хорошо. Разве такой день есть? Ну, шикарно тоже. Да, так что будем пробовать, будем все это сегодня, так сказать, расслабляться, заряжаться позитивом, благодарить родителей, ну и закупать елку или наряжать, у кого уже все готово. Вот, вот такие вот были интересные праздники, отмечайте, что хотите. Ну и напоминаю, что сегодня мы говорим о новой постановке этнобалете «Маде», который в Чите театр Амар Сайн представит 9 декабря. В общем, если у кого появились вопросы, пишите, звоните. Ну а пока мы прервемся, послушаем, что у нас с погодой. Ветер какой-то невероятно ужасный сейчас на улице. Долго ли это будет продолжаться, узнаем. Ну и послушаем какую-нибудь песню, вернемся в студию.
Возвращаемся в нашу студию «Говорит Чита». Напоминаю, что сегодня мы раскрываем, так сказать, немножечко всю информацию о новой постановке театра «Амар Сайн», этнобалете «Маде. История Хунну», который пройдет 9 декабря. Во сколько и где? 18 часов в зале Забайкальской краевой филармонии. Да, вот так вот. Для тех, кто присоединился, скажу, что сейчас вы слышали голос директора Национального театра песни и танца «Амар Сайн» Аюны Дирижаповой. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Да, вот, ну что ж, мы знаем такое, что вы к нам приехали из Бурятии, прям там представляли эту постановку. Как все прошло, расскажите. Прекрасно. Как принимали? Очень хорошо. Мы выехали 2 декабря. Сперва мы заехали в Ярамнинский район, Сосновоозерский дали большой праздничный концерт. В ночь после концерта поехали в Улан-Удэ. На следующий день дали тоже большой концерт праздничный, посвященный 85-летию нашего округа. Это было на сцене колледжа искусств имени Чайковского. Тоже был такой аншлаг, могу сказать. И завершающим было выступление на сцене театра оперы и балета, где более 600 мест. Было полный аншлаг. За 3-4 дня билеты были раскуплены. И мне звонили, просились, но я же не могу больше сделать, прибавить места. Так что это очень хорошо, когда вот откуда-то с Агинского округа, но не такой уж, не театр Байкал, да, а мы вот не принижаем себя, но вот видите, у нас какой продукт, который может собрать столько зрителей, и отзывы были очень хорошие. До сих пор сейчас мне пишут, благодарят, говорят, что очень хороший продукт у вас получился, так что восхищаются нашими артистами. Могу сказать, что наши артисты, некоторые наши сотрудники и пишут слова песен, и сочиняют музыку, и сами исполняют. Так что вот такой у нас коллектив. Вот так вот. Кстати, напомню, что мы в прямом эфире 319-600 номер. Если хотите с нами поговорить, спросить у Аюны Шараповны что-нибудь про концерт, про этнобалет. Да, вот слышали, спрашивайте. Ну, либо пишите комментарии в нашей трансляции в YouTube-канале. Вот я сейчас слежу, пока ничего нет, но, в общем, если что-то появится, я прочитаю. Итак, сама история рассказывает о история Хунну, да, это про основателя, да, про такого достаточно героя этого народа. Вот на чем основана история? Давайте поговорим именно вот о герое главном этого балета. Ну, я считаю, что вот этот этнобалет, мы впервые вот такой жанр придумали. Я могу сказать, что здесь синтез классического танца и народного. Ну, а если кратко об Мадне, об постановке, ну, сейчас я думаю, что самая актуальная тема. Всегда, во все времена люди воевали, охраняли земли свои. Там много таких моментов, когда его предают. Даже родной отец предает. Вот такая история, сложная история, да. Ну, там показывают жену, да, можно поменять. Коня тоже. Коня можно продать, обменять, но за родную землю, как он борется, как он становится таким завоевателем. И в конце у нас такая карта вокруг Байкала. Потом она расширяется. И я думаю, что на этом мы будем показывать о том, что
все, что на сегодняшний делается, мы точно завоюем, мы будем главенствовать над миром. Так. Как-то очень громко я сказала, но будем надеяться, что мы будем, на нас будут равняться, на Россию. Так что вот такая патриотичное такое завершение. Да, патриотичное завершение спектакля такое, да, этнобалета. И я как бы в это верю, что мы будем победителями. Ну вот, главное же, как Маде говорите, победила, значит, мы, россияне, победим. Это да. Итак, Маде. Тут у меня есть небольшая историческая справка, что личность это реальная, но окруженная легендами. Основатель первой в истории Центральной Азии кочевой империи державы Хунну. Маде или Мао Дунь его еще тут называют вот в источниках. Своими деяниями заложил основу кочевой государственности, централизованной военно-административной системы и деспотичной власти, основанной на авторитете военного вождя и преданности ему боевых соратников. Согласно легенде, Шаньюй Тумань, это отец Маде, да, получается, хотел избавиться от наследника из-за интриг своей молодой жены, мачехи Маде, которая таким образом хотела освободить престол для своего сына, младшего брата законного наследника. Поэтому отец отправляет сына в заложники, получается, своим врагам, да, в плен. То есть маленького ребенка он избавляется от него. Вот к чему это вот предательство, о котором мы говорили. Но и в то же время вот здесь вот нападает на вот этих вот народ, которому он отдал своего старшего сына, что должно было повлечь за собой казнь. Однако Маде умудряется сбежать и получает в управлении 10-тысячный военный отряд, и потом он добивается от своих своих воинов, да, какого-то там невероятного подчинения. Вот как раз, когда готовилась к эфиру, смотрела я тут такой мультфильм, который создали, и там было, что он выводил что-то там скакуна, заставлял стрелять, жену. И но он придумал свистящую стрелу. Он стреляет, и вот он показывает, его стрела была свистящая, и вот все воины должны были по этому звуку в ту сторону стрелять. Ну, вот такое. Ну и получается потом, когда он с такими достаточно, как сказать-то, жесткими, наверное, ну, по нынешним меркам, в то время это было, наверное, ну, объяснимо, потому что все-таки такие были времена, вот. Но, тем не менее, он собрал такой достаточно отряд, достаточно сильный, заставил их подчиняться, и потом, соответственно, стал главой мощной кочевой державы, что даже, империи, в общем, империи, и стали они соперниками Китайской империи Хань, и вот тогда-то началось строительство Китайской стены, от Хунну. Именно. Защищались. Вот о таком человеке, о такой грандиозной личности, и вот сам, собственно, этнобалет. Но вот интересно, что этнобалет, там, получается, танцоры, Марсайна выходят в главные роли, то есть мы слышим только музыку и видим балет, а, естественно, исполнителей нету. Или есть какие-то такие моменты, где стоят, поют, играют и танцуют? Не, у нас там задействован, в основном, конечно, балетная группа, оркестр. Задействованы все наши вокалисты, потому что коллектив не такой уж большой, а воины нужны, народ нужен, потому как бы мы усилили вокалистами, но в основном балет работает. Так что шикарное звучание оркестра. Над проектом работали наши же как бы друзья уже, второй год они к нам приезжают под руководством Олега Юмова. Он очень сейчас медийный, самый такой востребованный молодой режиссер, который вот буквально вчера вечером в бурятский драматический спектакль показал новую постановку. Опять же, наш знакомый друг Олег Юмов поставил. Так что в последнее время он такой очень плодотворно, продуктивно работает. И в его команде
Ася Лагденова, которая занимается анимацией, художник, выступает как художник-постановщик. У нас отдельная анимация идет. Музыку написала тоже самое сейчас известное, с кем хотят сотрудничать другие театры. Сейчас она очень плотно работает в Москве, в других театрах работает. Вот полностью музыку она написала. Так что вот либретто написал наш земляк, доктор буддийской философии, такой знаменитый наш и драматург, могу сказать, и сценарист, и писатель Алексей Тончой. Он родом из Агинска. Вот так вот. Так что идею подал Олег Юмов про Мады. Он как-то, когда мы разговаривали, что в следующий раз будем ставить, что, он подкинул мысли о Мады. И вот как-то так интересно получилось, что мы очень случайно с Алексеем Тынчуем, Аюшей Тигиловичем встретились, и я как бы дала толчок, в смысле, к творчеству, да, не к творчеству, а название. Я ему озвучила тот вариант Юмова. Олега Юмова, то, что вот мы хотим поставить спектакль или концерт. Мы тогда вообще не знали, какое русло оно уйдет. Но вот буквально за 2 дня наш Аюши Тигилович написал либретто, режиссеру очень понравилось, и мы взялись буквально август месяц такой подготовительный был. Мы все это работали дистанционно, потому что артисты были в отпуске. И после отпуска начали уже вплотную ставить этот балет. О том, как работали, поговорим в следующем включении. Сейчас ненадолго прервемся. Оставайтесь с нами.
Возвращаемся в нашу студию. Напоминаю, что мы в прямом эфире работаем 319-600 номер. Также чат под нашей YouTube-трансляцией пустой. Что такое? Давайте что-нибудь, какие-нибудь вопросы, если родились, пишите. Мы готовы на них отвечать. Вот сейчас только посмотрели, а там пусто. Ну ладно. Итак, в предыдущем включении мы начали говорить о том, как этот этнобалет создавался. И я думаю, сейчас мы это продолжим, потому что как раз вот еще наши коллеги из Агинского тоже снимали сюжет на эту тему. Как раз таки премьера в Агинском округе была 27 сентября же, да, а вот Адисо, Батоева и Бальжанима Циденов были у вас 25 сентября. И вот и тут поговорили они и с Олегом Юмовым, и с хореографом, и с вами говорили, и с композитором говорили. В общем, столько всего тут интересного. То, что серьезная работа, серьезная команда работала над этим проектом, то есть приглашенный из Бурятии и режиссер, и хореограф, и, собственно, художник. И вот как все проходило, мы узнали, что были в отпуске артисты, а вот когда они вышли там в режиме нон-стоп уже начали готовиться, как, где говорили, где-то были какие-то, на ходу переделывалось что-то, или все шло вот как вот изначально вы придумали? Ну, как любой продукт, конечно, переделывался под наших артистов, тем более этнобалет. Артисты же у нас как бы народники все, а балетом это тоже другой жанр, своя специфика. Мы отправляли на мастер-класс всех наших артистов балета в Бурятию, они прошли мастер-класс по классическому танцу. Приехал, ставил хореографию всю Павел Окунев, тоже такой перспективный молодой человек, который сейчас работает в театре опера балета, дает мастер-классы, он тоже такой неординарный, очень такой креативный молодой человек, который получил образование и у нас, и в Москве, и был приглашен во Францию, там тоже поработал. Так что вот новым подходом тоже как бы нас удивил. Ну и да, были, да, все мои коллеги с Бурятии говорили, говорят, как вы собрали весь совет музыкантов, режиссера, опять же, вы вызываете, приглашаете. Прям мы собрали такую команду. Но мы рады этому. И результат, в общем-то, получился. Почему такой? Потому что все прониклись, все профессионалы работали. И вот, кстати, тут синтез народного танца с современной хореографией, между прочим. И что говорил Павел Окунев, то, что про артистов театра. Ребята молодцы, они включены в процесс, даже мастер-классы, брали очень крутых хореографов. Процесс идет достаточно интересно, так что он был прям доволен тем, как шла вот эта вот репетиция, как все проникались, ну и, как оказалось, не зря, если вот... Ну да, он сам и говорил, что впервые работает, раньше он чисто артистом и балета работал, а тут народники, и ему очень было интересно проникать в нашу культуру, какие-то все равно движения, как бы все равно... И он делал такой синтез, и я думаю, что у него получилось. И оформление, декорации у нас очень интересные. У Олега Лапсанжаповича всегда такой неординарный подход к постановкам, к оформлению, к видению. Он сперва сказал, говорит, да, все это должно быть, все действия, вся сцена должна быть как натуральная земля, там это. Ой, мы все разно думали, может быть, песок покрасить, но это же, ладно, мы у себя один раз показали, мы можем полностью как бы землю принести и как бы полностью сцену закрыть. Оборудовать как надо, да. А потом я ему говорю, а как же дальше, а как мы будем вывозить, выезжать на гастроли? Но мы придумали, на землю посыпали. Ой, я раскрываю секреты. Ну, я думаю... Крошку
резиновую крошку, но она у нас такая очень... Ну, Юмову понравилось. Так что... Ладно, режиссеру угодили. Да, и он... Ну, сделали как должно быть по видению режиссера. Вот так. Ну, то есть там получается же, что степь, все вот это вот должно быть, ну, чтобы создавалось это ощущение такого простора, вот этих вот того времени древнего как-то. Ну, без этого постарались, никуда. чтобы все натуральное было. Ну, как бы не как сцена, а как. Ну, чтобы действительно погружать в другой вот мир, немножко такое окно в прошлое, как говорится. Ну, и еще музыка тоже там интересная достаточно, да, это тоже же смесь вот из сюжета, если взять, смесь этномузыки с современной, с каким-то вот... Ну, чисто аутентичной музыкой, конечно, сейчас как бы мы потихонечку отошли в этом проекте. Музыка, там не сказать бурятская, не сказать такая, но она такая интересная. Вы послушайте, музыка вообще всем нравится. Такой интересный подход получился. Музыка шикарнейшая. Так что... Сарантуя Жалцанова Дмитриева написала, еще раз я озвучиваю ее имя. Молодец, Сарантуя. Такая молодая, и вот такие интересные у нее видения. Вообще молодец. А вот я не помню, мы вот поговорили про Бурятию, как приняли, а как в Агинском-то приняли эту постановку? Сколько ходили раз на концерты? Вы знаете, к своему удивлению, да, но мы хотели как бы, чтобы молодежь приходили. И в октябрь был очень плодотворно. Почти каждый день мы показывали нашу АД, новую постановку. Дети были вообще в восторге. И последний раз, когда мы, ну, вот крайний раз, когда просто концерт мы показали нашим зрителям, ну, там были большинство молодежи, ко Дню молодежи. И я со сцены спрашиваю, вам понравился концерт? Говорит, шикарно, хорошо, дети кричат. А потом со зрительного зала, Маде, еще раз, Маде. Я говорю, хорошо. Раз детям понравилось, это раз дети приняли, но это же тоже наша история, должны они знать. Так что я думаю, что мы как бы достигли цели. Да, самый такой высший, который изначально ставили. Давайте еще раз напомним, когда читинцы смогут увидеть. Это 9 декабря. 9 декабря, это пятница, в 6 часов вечера в зале краевой Забайкальской филармонии. Покупайте билеты, они уже можно купить онлайн, работает Пушкинская карта, так что приходите, дорогие наши зрители, гости нашей столицы, приходите, посмотрите, я думаю, что вы не пожалеете. Ну, учитывая, сколько здесь мы всего такого интересного рассказали, и источник, собственно, сам, и как работали, я думаю, что мы заинтересовали людей, и так что посчитаем потом, сколько было. Созвонимся, поговорим. Да, и первое отделение, я еще раз повторюсь, у нас будет МАД, час где-то 5-10, потом антракт, 15-минутно мы будем менять декорацию полностью. И второе отделение Хухоном жил история появления нашего народного инструмента Маринхор. Но там вокал шикарный, оркестр и анимация. Ну, я думаю, что те, кто побывали на наших постановках, не жалеют, говорят слова благодарности, что мы их пригласили или позвали, или же они сами пришли. Так что я думаю, что мы получим тоже хорошие отзывы. А вот Хухоном жил, он же уже показывали вы в Да, Чите? мы показывали. В прошлом году, В прошлом году, но когда какие-то ограничения у нас были, но хочется сейчас, ограничений нет, мы можем полностью... В полную силу. полную силу хотим показать. Так что
очень надеюсь, что наши зрители к нам придут. Мгм. И с сегодняшнего дня активизируется продажа билетов. Вот. Очень надеюсь. Это Так что- главная цель. Итак, ну, а это были вот на ближайшее время такие планы, что показать Маде, показать Хонамжил. А вот к Новому году уже начали подготовку? Что ждет всех зрителей, что будет, куда, к чему стремиться, и к тому же Сагалгану? Но Сагалган еще там Далековато, да? пока. Ну, мы параллельно работаем уже, рекламу пускаем, уже начали работу над новой постановкой. Ну, такой Вот так детской утренник мы организовываем, и будет он называться «Авантюра семейки Круц». Ничего себе. Так что тоже мы хотим в ногу со временем. Мы знаем, что наши деточки все в телефонах, смотрят тиктоки. Так что вот такие интересные моменты мы туда включаем. Но будем смотреть, как эта семейка будет какие-то интересные современные вещи показывать. Так что... То есть это и тоже и песни, и танцы, и музыка. Песни, и музыка, и игра наших артистов, так что и костюмы шикарные. Вы знаете, что у нас в театре и экран шикарнейший, и LED-экран, и так что и игра молодых наших артистов. Так что надеюсь удивить наших маленьких зрителей. И для взрослого населения тоже мы готовим, тоже сюрпризом будет. Так что готовимся, делаем, работаем уже. Сегодня артисты наши отдыхают, и с завтрашнего дня плотно начинаем подготовку к Новому году. Но и буквально 1-2 дня, и обратно мы приедем к вам в Читу. Да, так чтобы еще поработать. Еще я забыла, у нас новый проект, иначе мы придумали. Как вы знаете, наш главный дирижер Патрий Вячеславович Джигаряев приехал из Республики Калмыкия. Он обладатель премии правительства России «Душа России». Так что очень такой профессионал с консерваторским образованием. Он много лет руководил калмыцким оркестром, национальным оркестром. Мы очень рады, что он приехал к нам, с нами работает. И его идея была дать такой шикарнейший концерт, когда все, и детские, и взрослые, оркестр собрались. И вот к 16 декабря будет совместный концерт оркестра народных инструментов, детской школы искусств бурятских народных инструментов и оркестр русских народных инструментов, и наш оркестр Государственного национального театра «Марсен». И я думаю, что вот этот тоже новый подход, новый проект мы придумали. Вот в канун Нового года мы хотим тоже показать возможности наших оркестров в звучании народной музыки. И будут хор, детский хор с нами будет тоже показывать свое творчество. Так что вот такая большая работа. И еще могу добавить, что я вернусь к Хонамжил, обработку. Музыку написал наш молодой тоже композитор, наш сотрудник Баир Дамдинджапов. Есть песни которые наши сотрудники написали, Аюна Базарова, Дашима Цингуева. Они у нас пишущие. Дашима вообще и поет, и пишет музыку, и сочиняет. Так что полностью наш продукт. Вот так вот. Есть на что посмотреть, есть чем восхититься, чем порадоваться. А кибертурниры будут? Будут.
Вот. Будут. Тоже похвастаюсь, потому что я давеча говорила о том, что мы ищем любые возможности проникнуть к нашей молодежи, потому что мы знаем, что дети сегодняшней молодежи, они не ходят в театр, иногда выходят на кино, и все. Им не интересно, никуда не ходят, сидят в телефонах. Потому что всё здесь, как говорится. И с помощью киберспортивных игр мы проникаем. Я могу похвастаться, еще раз повторяюсь, тем, что у нас обновился зритель, потому что молодежь начали приходить. Проникаем в их мир, стараемся как-то привлечь, но придумываем новый подход, новые какие-то. Недавно мы провели спортивные игры джаз-дэнс, мы знаем, да, как они танцуют. Все это было в прямом эфире, детям тоже очень понравилось. И вот каждый день мне почти что пишут, звонят, говорят, когда следующие, когда киберспортивные игры будут. Так что я думаю, что мы попали в точку. Так у вас же и чего только нет. У вас же и был какой-то танцевальный конкурс в соцсетях в прошлом году. Я помню, что вы запускали. Там, по-моему, и песни вы запускали. Это же и участников было достаточно много. И все это как-то и все присылали там под хэштегами, там повторяли танцы. Так что, в принципе, вполне как раз. Ну и еще самое интересное, что и клипы какие-то на современные песни. Киденс у нас более 1,5 миллиона просмотров было это в ноябре, в октябре. Сейчас, наверное, еще больше. Там сейчас больше, да. Потому что я постоянно его смотрю. Я недавно его обнаружила и такая: ничего себе, почему я этого не увидела раньше. А клипу, надо сказать, что уже где-то год, да, он выложен, уже даже больше года, потому что в октябре 21-го, сейчас уже декабрь 22-го, и там просмотры с каждым разом все увеличиваются. Все увеличивается, да. Потому что там и клип такой, и все такие танцуют, как они бегают за этими коровами. В общем, надо посмотреть это обязательно. Тоже на YouTube-канале театра Амарсайн заходите, посмотрите. Известная достаточно песня, посвящается женщинам села. Вот так вот. Ну что ж, такая вот у нас веселая получилась, интересная, многогранная беседа. Я думаю, сейчас самое время под конец, я так думаю, пожелать всем нашим слушателям чего-то хорошего, ну и, может, еще раз пригласить их на концерт, который будет 9 декабря. Дорогие наши зрители, дорогие наши гости нашей столицы, дорогие наши поклонники, я вас приглашаю 9 декабря в зал Забайкальской краевой филармонии на новый продукт театра Амарсен. Край, где рождаются легенды, мы так назвали этот наш проект, где будем показывать в первом отделении историю хунну, этнобалет Маде, во втором отделении будет Хухо Намжил. Это про происхождение маринхора, национального инструмента. Так что очень надеемся, что люди придут. Там посмотрите классический танец, синтез классического танца с народом. Будет очень интересно. Да, вы зарядитесь хорошим настроением. Я хочу всем пожелать доброго здоровья, мирного неба, всего самого наилучшего. Да. С наступающим новым 2023 годом. Будем встречать. Да, будем встречать, веселиться. Так что слушайте хорошую музыку и слушайте Радио Маяк. Всем спасибо за эфир. До свидания. До свидания.